Здравствуйте, добрый день, дорогие наши телезрители, радиослушатели. Очень рады снова оказаться в эфире. Сегодня с вами в студии я, Ольга Голдобина, и мои замечательные гости в программе «Якутск сегодня». Прекрасные люди. На самом деле, это вот наше будущее, наше красивое завтра. И сейчас я рада вам представить классного руководителя 7 А-класса Центра глобального образования Сверчкову Анну Геннадьевну. Находится этот центр в микрорайоне номер 203. И замечательных учеников Анны Геннадьевны. Это у нас Юрий Викулин, Михаил Писарев и Элина Николаева. Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли, что вы откликнулись на наш призыв поучаствовать в нашей программе. Ребята очень волнуются. Анна Геннадьевна тоже впервые присутствует на телевидении, поэтому мы будем сегодня с ними ласковыми, нежными. Это замечательные люди. Вот создать парту героя в своей школе они не испугались, а рассказать об этом что-то волнуются. Потрясающее событие состоялось в этом году у нас в Центре глобального образования. Это открытие парты героя имени Владимира Губина. Автором идеи у нас является Анна Геннадьевна. Вы расскажите нам, пожалуйста, побольше, потому что, честно говоря, это потрясающее событие. Я знаю, что эти вещи делаются на территории России, это есть. И вот у нас в городе Якутске первая парта героя. Вам слово, Анна Геннадьевна. Все началось еще осенью. Я являюсь научным руководителем 15 ребят, которые готовятся к научно-практическим конференциям. То есть мы с детьми с прошлого года начали создавать работы, проводить исследования. И вот одна из работ – это значимость подвига Владимира Губина для жителей города Якутска. И когда в очередной раз мы выступали, это у нас ноябрь, в конце ноября мы выступали на республиканской НПК, и у нас спросили, а есть ли сейчас вот что-то, что посвящено памяти Володи Губина. Конечно, мы помним, что у нас очень много объектов, это и управа Губинского округа, и Губинский пассаж, и целый округ, названный в честь Володи Губина. И вот тогда как раз в голове зародилось, что же еще такое должно быть, чтобы все люди знали, потому что, как оказалось, не все люди-то знают, кто такой Володя Губин. Значит, прихожу домой, как раз мы готовились к Москве, нам нужно было ехать на другую конференцию. Звоню маме, говорю, мам, бери своих детей, все, едем в Москву. Она говорит, я не могу, у меня парта героя. Я говорю, какая парта героя? Я говорю, переноси, все, летим. Она, нет, это парта героя, вот я руководитель, я этот проект создала в нашей школе. Мне стало интересно, думаю, что ж такое-то, надо почитать. Значит, открываю интернет и смотрю, что, оказывается, это всероссийская акция, инициирована Единой Россией. И уже во многих городах нашей Российской Федерации, значит, уже школы открыли такие парты. Тут же буквально приходит идея, а почему бы нам не сделать такую же парту героя? Ведь героем можно стать не только в какое-то сложное военное время, но и в мирное время можно стать. Да, Володя Губин как раз совершил подвиг в мирное время, мирное время, да. Вот, значит, сразу же обращаюсь к директору, к Александру Владимировичу, говорю, так и так хочется реализовать проект, а он всегда поддерживает наши проекты, потому что у нас их очень много на базе гимназии проводится, и всегда поддерживает. Он сказал, конечно, все, можно, любой проект поддержу. Обращаюсь тут же к Гульжан Абдикеримовне в управу Губинского округа. Это Гульжан Абдикеримовна Оганёрова, руководитель управы Губинского округа. Да, вот обращаюсь к ней, и она, естественно, тоже поддержала. Она говорит, конечно, давай все сделаем, все откроем. И как раз еще до этого на конференции спросили, а есть ли дружина? Раньше была пионерская дружина имени Володи Губина. Так как пионеры сейчас не существуют, соответственно, дружина тоже исчезла. И задумка сразу, и Гульжан Абдикеримовна подсказала, а давай откроем класс имени Губина. То есть, а почему бы и нет? И класс, это же у нас Губинский округ, несколько школ, а класса Губина нет нигде. А почему бы и нет? Определенной направленности, будет класс. И как раз все, мы согласия достигли, и в управе, и в администрации гимназии.
Тут же макет создала, отправила на печать. Значит, нам все напечатали, договорились об открытии 21 февраля. Как раз накануне 23 февраля, потому что думали, к чему бы приурочить. Вообще 8 октября у нас памятник открыли, и обычно 8 октября проводится мероприятие. Я думаю, это слишком долго ждать. Надо Конечно. вот сейчас. Ну и раз подвиг, все-таки подвиг 23 февраля, как-то все равно вот эти близкие по значению слова, пусть даже в мирное время. И мы открыли 21 числа эту парту. Значит, у нас ребята как раз участвовали тогда в открытии торжественном. Сначала мы класс Губина. Значит, на сцене в актовом зале было присвоено имя. Детям вручили значки. Вот наше управа, они прям подарили каждому ребенку значок. Прямо класс Володи Губина. Мы их на определенные мероприятия торжественные надеваем. Вот, то есть, чтобы все знали, что действительно класс Губина. И когда спрашивают, а чем этот класс отличается, да, чем он будет отличаться, ну, у нас в планах тоже, опять же, при помощи, скажем так, да, управы нашего округа, значит, создание книги. Раз у нас год труда, то мы решили создать книгу, значит, ветераны труда Губинского округа. Их 135 человек, и мы, значит, в чем, значит, состоит, да, вот идея. Мы должны взять, дети, каждый ребенок у 3-4 ветеранов должны взять интервью. Значит, на каждого ребенка вот разворот будет, то есть интервью. Здесь из биографии, фотографии ветерана, фотографии ребенка с ветераном. И так вся книга. И мы планируем, должны были немножко раньше начать, но чуть позже мы начинаем, за лето уже собрать весь материал. И к осени, когда у нас будет народный бюджет, подать уже заявку. Также один ребенок от класса будет выступать на известных конференциях, тот же «Шаг в будущее», допустим, уже, можно сказать, почти готовый проект. Остается его только реализовать, да, напечатать. Я считаю, что это очень здорово, что класс будет заниматься именно этим. У них продукт будет их деятельности. Плюс вот начиная с завтрашнего дня у нас ребята будут читать инструктажи по правилам, значит, безопасности в осенне-весенний период на водоемах. Значит, для начальной школы ребята будут парами ходить, и когда они будут рассказывать, они также будут рассказывать о подвиге Володи Губина. Я вот даже руки вот так держу. Хлопать хочется, понимаете? Просто хочется зааплодировать всем вашим идеям потрясающим. И настолько радостно, что вы такие патриоты, и вы воспитываете патриотов, и вот, ну, правда, ну, низкий поклон. Это вообще что-то потрясающее. Вы за 2 минуты выдали столько информации, что сейчас хочется каждую просто разложить по полочкам и вот прямо вдумчиво вслушаться и запомнить каждое ваше действие, каждое движение, и к чему это приведет, и что наши дети будут видеть и знать. Так очень, очень важно на самом деле рассказывать детям о таких замечательных, ярких людях, увековечивать их память. Ну, действительно, те, кто живет на улице Губина, не говоря уже о жителях города и республики, не каждый знает историю Владимира Губина. А на самом деле это такая яркая личность, который, ни о чем не задумываясь, просто в ледяную воду бросился спасать детей. И, ну, это действительно очень сложно себе представить. Смогу ли я это, да? Вот когда слушаешь о героях какие-то рассказы, невольно возникает вопрос, а смогу ли я? Ребят, у вас вот такое было? Да, было. Да, скорее всего. Анализируете? Вот насколько я в курсе, вы те люди, которые первые имели право сесть за эту парту. А почему именно вы? Ну, вообще, это как бы заслуга доставлялась ученикам, которые как бы отличались в хорошем качестве учебы, которые активно участвовали в различных мероприятиях, такие как НПК, также там олимпиады, да, вот. Вслух говори, не надо подсказывать. Подсказывать неприлично. Давайте, рассказывайте дальше. Ну, даже не знаю. Ну да, в общем, по успеваемости смотрят и по активности учеников. По общественной деятельности Да, внутри именно. школы, да? Мгм. Хорошо. А что, вы все втроем отличники?
Ну, не то чтобы Ну, не то, отличники, чтобы отличники. но У нас учимся. Да. Элина, она отличница, да, она за год должна тоже выйти отличницей и в том году, но мы здесь не только отличную учебу, да, рассматриваем, а именно достижения в научно-практической деятельности и олимпиадном движении. То есть у нас ребята практически, вот каждый из них, они участвуют в олимпиадах. Вот Миша и Элина, они неоднократные победители и призеры всероссийских, республиканских, городских конференций. То есть действительно, вот они очень активно участвуют. Плюс сам класс у нас очень активный класс. Мы постоянно, да, ходим куда-нибудь на экскурсии, во всех конкурсах участвуем. То есть дети такие у нас в этом плане очень активные. Ну, они у вас, в принципе, и за микрофонами себя отлично чувствуют. Зря только волновались. Юра так по-хозяйски подвинул к себе микрофон. Дорогие наши зрители, Юрий сейчас нам что-то хочет сказать. Вы хотели что-то добавить? Получается, если они лично сами вдвоем сидели за партой Губина, то я присутствовал на торжественном открытии, и мы вдвоем с одной девушкой из нашего класса лично сняли красную ленточку и открыли парту. К сожалению, она в данный момент ушла из нашего класса, в другую школу пришла. Если Алиса это увидит, то привет, Алисе. Да. Ушла кто? Парта или Алиса? Алиса ушла. Алиса. Ну, я понимаю, что вы волнуетесь, конечно. А Алиса перешла в другую школу, и вот теперь вы по ней скучаете, да? Все скучают. Отлично. Значит, был хороший друг рядом. Да? Чем хорош был этот человек в общении с вами? Возможно, Своей добротой. не только добротой, возможностью выслушать, сказать добрые, хорошие слова, которые могут поддержать в трудную минуту. Скажите, вот она же была ваша одноклассница. Так. Вот она ушла. Кто-то другой появился такой же, вот как она, душевный, замечательный? Нет, потому что большая доля класса – это добрые и замечательные люди. То есть у вас, в принципе, весь класс такой? Да, у нас множество хороших людей, добрых, отзывчивых. Да. Ну, я думаю, что раз вами руководит Анна Геннадьевна, человек, у которого такие мысли, и который живет всем этим, наверное, по-другому просто быть не может. Как считаете? Так. Юрий сказал свое веское слово. Молодец. У нас Юра, кстати, староста класса теперь. Да, то что он у нас тоже в общественной деятельности. А себя почему зарекомендовал. прозвучала фраза «теперь»? А вот Алиса ушла, она была староста, он был заместитель старосты. И теперь, получается, Значит, он нам не место, все да. о себе рассказал, да? Ясно. Извиняюсь. Хорошо. А когда у нас Юрий попадет за эту парту? Вот вообще, вот вы поставили парту героя, вот она у вас есть. Есть дети, которые заслуживают вот этой чести сесть за эту парту. Мгм. Как это происходит? Как долго это происходит? На каких условиях это происходит? Так, ну вот тоже вопрос такой, который вначале заставил задуматься. Так как в нашем кабинете обучается 14 классов, то нужно с каждого класса по 2 ребенка. Хорошо, когда начальные классы, да, там парта стоит в одном кабинете, один класс обучается, там проще. У нас немножко сложнее, здесь обязательно должна быть связь классный руководитель и Анна Геннадьевна, да, потому что я в конце каждой четверти собираю списки. То есть ребенок сидит ровно четверть, и по итогам четверти, значит, классные руководители отслеживают, кто из детей в этой четверти, допустим, зарекомендовал себя и достоин сидеть за этой партой. То есть обновление идет раз в четверть, в год получается 8 детей из класса. 8 детей. Да. Это получается, это лучшие ученики среднего и старшего звена Да. школы. Да. Ваш месяц закончился. Горько было уходить из-за этой парты? Да. Честно говоря, да. Правда? Грустно было. Да. Жалко? Да. Ну, успеваемость. А вот вы заметили, как вот вы сели за эту парту? Ощущения какие? Что было внутри? Гордость была. Большая Да. гордость за свое отечество, за то, что в нашей стране живут, может, до сих пор такие герои, как Владимир Губин. Конечно, героев. Вот я вообще считаю, что Россия и Якутия – это те люди, которые всегда, как это сказать, способны к подвигу, что ли. Мгм. Вот мы с вами тоже не знаем, в какой ситуации можем оказаться, но я думаю, что мы будем достойно
решать какие-то вопросы, которые касаются вот именно героизма такого, да, вот. Есть у вас такие ощущения, что вы сильные? Ну, возможно, когда-то были, конечно. Ага. Но Когда-то. А почему когда-то были? Что изменилось? За партой не сидим? Вернуться надо? да, Да, надо. Когда То есть сидишь вот- за партой героя, такое чувство возникает, то, что вот, я сижу за партой героя, я все смогу, а когда вот уже не сидишь за партой, что-то Ну вот, действительно, я была на открытии парты героя, я тоже была приглашена. Мне очень это все понравилось, но я вспомнила те моменты, когда мы были маленькие. Вот нам вручали значок «Октябрёнка». И вот пока носишь этот значок, вот это чувство вот уверенности в себе, оно не проходит, да? Потом мы получали значок пионерский, мы получали галстук этот красный. По-моему, мы даже не застегивали пальто. Мы гордо неслись по улицам, потому что вот я пионер, я заслужил это, я заработал, я был молодец, я хорошо учился, занимался общественной деятельностью. В то время это тоже было очень важно. Вот эти вот моменты, потом комсомольский значок, все, я комсомолец. Это те вещи, которые, к сожалению, сейчас вот утеряны, но я искренне надеюсь, что в какой-то другой форме, может быть, но это, скорее всего, нам должно вернуться. Недаром говорят, что сейчас новая программа «Орленок», да, вот в школах появится. И мне радостно слышать ваши ощущения, потому что я тоже самое испытывала в детстве, когда получала вот эти вот награды, вот, и годами мы вот это все носили, и мы к этому шли, нас к этому двигали наши педагоги, наши родители, те, кто нас окружает, нас воспитывали быть хорошими, хорошо учиться и так далее. И мне радостно. Вы рассказали сейчас то, что происходило со мной в детстве. Вы мне напомнили меня самой маленькой. Это замечательно. Спасибо вам огромное просто за это. Скажите, а вот когда вы первый раз сели за эту парту, к вам вот ваши одноклассники или вот другие ребятишки с других классов подходили, задавали какие-то вопросы, хотелось им с вами побыть вот рядом, как-то вот пообщаться, каково это? Ну, именно когда мы сидели за партой, наверное, такого не было. Я такого не помню. А зависти не было? Вот, ее первую посадили за эту парту, нет? Нам-то откуда это знать? Нам же не говорят прям, а вот я тебе завидую, ты что Ну, за вопросы партой сидишь, были, а да, я такие? нет. Так же не О. говорят прямо. Я думала, Но говорят. вопросы были, а почему именно они? Так, вот, начинается, вот мы как-то начинаем больше вытаскивать информации. А вопросы возникали у кого? У учащихся? Да. Ну, учителя-то, само собой, это все понимали, да? А как вот учащиеся, которые задавали эти вопросы, ну, я понимаю, что вы говорили, там, достойный ответ и так далее, да, как вот они реагировали дальше? Кого-нибудь это подхлестнуло вот к улучшению того, что они могут делать? Ну, ответ получали, и, в принципе, как-то на этом все успокаивалось. Но, тем не менее, когда с детьми разговариваешь, многие хотят сидеть за этой партой. То есть, все равно такое стремление есть. А вот вообще интересно, насколько проходит вот процесс двигать детей к улучшению именно успеваемости вот со стороны учителей. Вот парта героя. Там у тебя, например, вот такая оценочка, надо подтянуться в следующей четверти и попробовать сесть за эту парту. Что-то сделать, да? Или вот какое-то общественное мероприятие надо сформировать, провести, поучаствовать. Ты должен быть за этой партой. Вот что-то такое внутри коллектива школы именно педагогов происходит? Не, ну у нас педагоги в коллективе, они, в принципе, всегда стимулируют детей. И что успеваемость, там всегда связь с родителями, с классными руководителями, с детьми. И у нас и консилиумы, и собрания, все это проводится. А также в плане активности тоже, вот, ребята, конкурс, надо поучаствовать, вот давай. То есть бывает так, что точечно прям идет отработка, бывает, что совсем, допустим, классом. То есть всегда беседы ведутся такие, в любом случае. А вот интересно, в одном классе есть 2 достойных детей, и в другом классе есть 2 достойных Так. детей. Вот на этот месяц, у нас есть такие показатели, например, 6-7 класс, да? Мгм. Вот, а по каким критериям, вот они на равных идут? По каким критериям педагоги решат?
Но это выбирает сам классный руководитель. То есть у нас 14 Да. классов, то есть 28 детей в четверти Интересный сидит. этот вопрос. Вот сейчас, дорогие телезрители, радиослушатели, самой остановиться трудно. Реклама, оставайтесь с нами, не уходите. После рекламы мы продолжим наш диалог. Дорогие друзья, и вновь с вами мы, участники передачи «Якутск сегодня». Я ее ведущая Ольга Голдобина и мои замечательные гости Сверчкова Анна Геннадьевна, педагог Центрального глобального образования, и ее учащиеся класса 7 А Элина Николаева, Михаил Писарев и Юрий Викулин. Мы продолжаем. Очень интересная тема о партии героя, о патриотическом воспитании наших детей. В канун наших замечательных, ярких праздников, самого масштабного праздника 9 мая, мы решили рассказать о том, что происходит в нашем городе, и что у нас открыто 21 февраля, состоялось открытие парты героя на базе школы Центрального глобального образования. Ну, у этого класса я даже вот не знаю, как вести передачу, правда, столько планов, я даже боюсь останавливать, задавать вопросы, потому что сама стараюсь вникнуть и запомнить то, о чем вы говорите. Мы вас прервали, когда уходили на рекламу. Давайте продолжим. О чем мы с вами говорили? Так, ну мы, в общем, говорили о том, какие дети удостоены, да, вот сидеть чести за партой героя и как вообще это происходит. То есть, если, допустим, 2 ребенка здесь и здесь, и одинаковые достижения, с каждого класса сидят. То есть, нет выбора среди параллелей, скажем так, именно в каждом классе выбираются дети. То есть, здесь 2 достойных сидят и из того класса, и из другого класса. Это здорово. Это хорошо. И я надеюсь, что вот у детей, которые уже побывали, стремление снова туда сесть очень яркое и активное. Правильно? Да. Из года в год это будет происходить. Угу. Ну, я-то делаю вывод, что вообще у вас должны подняться просто вот колоссально, скажем так, успеваемость, Ну, мы на это очень надеемся. активность детей. И как можно больше вы вот в общественную деятельность школы привлечете детей, которые пока, ну, так, хочу, не хочу, да, этим занимаются или вовсе не обращают на это внимания. Очень хочется надеяться, что все-таки родители оценят это все по достоинству и будут вести своих детей дальше и программировать их, разговаривать с ними. Ты должен попасть за эту парту, посиди, почувствуй, что такое быть героем. Ну, надень на себя этот образ. Угу. Как это на самом деле? Я не знаю, вот мне не дали сесть за эту парту, чтобы до конца понять это все состояние, но тем не менее я сама в душе патриот и России, и Якутии, и города нашего замечательного. Поэтому мне очень радостно, что такие мероприятия есть. И расскажите нам о дальнейших ваших планах. У вас все такое глобальное. Недаром Центр глобального образования. Ну, и мы вас слушаем. Но у нас и планы не заканчиваются. Действительно, у нас это вот реализовано 2 проекта. Класс Губина и парта героя. А еще мы планируем реализовать вот май-июль, вот в эти месяцы, значит, запуск аудиосообщений в автобусах по маршруту номер 3 и 17. То есть это те автобусы, которые курсируют именно по Губинскому округу. Что это значит? Значит, заранее дети, вот как раз представители класса Губина и девочка вот Сверчкова Алена из 6 В, которая занимается этой работой, они сделают запись. Значит, кто такой Володя Губин? Что он совершил, какой подвиг, какие объекты названы в честь него. И вот эту запись мы уже и заручились поддержкой и мэра, и управы, и теперь осталось согласовать вот с ЕПАК, значит, чтобы в автобусах, как только автобус заезжает на территорию Губинского округа, включалась запись. Ну вот представляете, да, какой вот масштаб? Нет, я представляю, ну, как бы хотелось бы, чтобы это было на каждой улице города. Чтобы в любом автобусе вот человек зашел на улице там Дзержинского. Не все знают, даже наши ребятишки, кто такой Дзержинский, да? Сел в автобус и вот прямо
экскурс в историю, пока он находится в автобусе и проезжает, куда ему надо и так далее. То есть, чтобы все улицы города вот таким образом освещались. Я понимаю, что это очень сложно. Я даже не представляю, как это можно сделать до конца. Это надо думать, надо проектировать, да, планировать это все правильно, рассчитывать, потому что должны звучать еще и названия остановок, да, и там остальные какие-то реплики, которые важны в автобусе, работая все-таки с населением. Но идея эта замечательная, потрясающая. И если в нашем городе, даже если пока начнется это в Губинском округе, это будет замечательно. Но надо же еще 6 и 8, 2 же вот еще автобуса, которые прямо едут по улице Губина, чтобы там тоже это происходило как-то вот. Кстати, хорошая идея. Да, они же прямо идут по улице Губина. Да, но мы как проживаем в 203-м, да, мы привыкли, какие автобусы у нас. Ну, это... Давайте ширить как-то вот в рамках... Вот. Хорошая идея, спасибо. Округа и, да, и города. Вообще идея отличная. Может быть, имеет смысл задуматься и разработать хотя бы вот книгу по улицам города Якутска, да? Вот назвать, да, улицы города Якутска. Такая книга есть. Их несколько томов есть, потому что вот у нас Элина как раз занимается тоже исследовательской деятельностью, а ее работа «Значение и происхождение улиц Губинского округа». Так. Как раз таки большую информацию набрала именно из этой книги. Уважаемые телезрители, ну потрясающие дети у нас в студии, они делают такие колоссальные, не каждый взрослый возьмется за эту работу. Элина, расскажите нам побольше. Так, ну, я использовала книгу «Улицы города Якутска», это во-первых. И, во-вторых, еще была книга, не вспомню название, но брала я ее в библиотеке «Смарт» города Якутска. Находится на 203-м микрорайоне. Вроде как Ларионова. Да, Ларионова. Вот. Там я всю информацию собрала, внесла в свою работу и пошла выступать на научно-практической конференции. Молодец. Когда это было? Или будет? Так, ну, я выступала уже много раз. С прошлого года очень часто выступаю. Последний раз был вот в Москве, кстати. Да, в январе. Девочки, с этого места поподробнее, пожалуйста. Так. Скажи, В Москве. Да. Так. Ну, Анна Геннадьевна запланировала поездку в Москву. То есть там проходил рождественский фестиваль у... Как назывались? Малая академия наук, интеллект будущего. И Да. вот они периодически у них раз во сколько-то, допустим, месяцев проводятся конференции. Вот мы попали на юные исследователи. Уважаемые телезрители и радиослушатели, в нашем городе и вообще по республике очень много таких мероприятий проводится. И ездит не одна школа, а несколько школ. Педагоги вывозят детей в другие города России по обмену опытом и так далее. Это очень интересные проекты. И замечательно, что наши родители, наши директора школ, классные руководители, что управление образования так широко смотрят на развитие детей, на обучение. Мало того, просто выехать в другой город – это уже ребенку радость, праздник. Но поучаствовать в научно-практической конференции – это статус. Это желание развиваться дальше. Это новые события, новые впечатления, которые двигают вперед. Вот расскажи нам про проект. Хорошо, мы сейчас все не усвоим. Расскажи нам про свои эмоции, про свои ощущения. Что тебе захотелось сделать дальше в результате? Ну, во-первых, я была очень рада съездить туда и вообще участвовать в научно-практических конференциях. А в общем, я бы хотела еще участвовать. Я с нетерпением жду и как бы пишу постоянно Анне Геннадьевне, когда уже меня возьмут на проекты эти. Да, то есть дети постоянно спрашивают, а когда следующая конференция? Вот Миша мне, по-моему, чаще всех задает этот вопрос. Анна Геннадьевна, а когда мы пойдем выступать еще раз? То есть для меня это очень здорово, что дети хотят выступать. Отличные лидерские задатки, отсутствие страхов, уверенность в себе, желание учиться, получать знания, передавать знания. Ораторское искусство – это же столько плюсов по жизни, которые они получают и которые их ведут в завтра,
Это просто колоссально. Дети, я вам аплодирую. Вот я сегодня весь эфир хочу просто хлопать вам в ладоши. Какие вы потрясающие, какие вы молодцы. Ну, я вам много хорошего сказала. Давайте по делу, да. Давайте по делу. Расскажите, Миша, а почему ты так стремишься? Ты уже куда-то ездил? Но я, как и Элина, ездила на ту же самую конференцию в то же самое время. Я стремлюсь, потому что мне это интересно. Мне интересно узнать что-то новое. Да и вообще научно-практическая конференция, мне кажется, если съездить куда-то с ней, со своим проектом, со своей работой, то это просто, мне кажется, здорово. Ведь ездить в Москву просто так вот, без родителей, с Это главное условие. Да. Там можно отдохнуть вот от этого всего. Отлично, хорошо. Мы это потом вырежем как-нибудь. Давай дальше. Рассказывай дальше. И получается, конечно, стремление выступать — это очень здорово. Я выступаю не только с научно-практическими конференциями. Я, как и Юра, музыкант, играю на аккордеоне. Также вот Анна Геннадьевна говорит, надо будет выступить там-то, там-то, сыграть что-то, что-то, а потом поехать туда. Я помню, как у меня один день вообще 3 НПК было, да, ведь, по-моему? 3 научно-практические конференции, да. Молодец. А Юра что-то у нас вот о себе мало. Хотел еще добавить о себе. Как Миша уже сказал, я музыкант, обучаюсь в детской школе искусств номер 2. В данный момент занимаю место басиста в нашем оркестре Центр глобального образования. В нашей школе есть оркестр. На разных мероприятиях мы играем разные композиции, и Миша также присутствует там. Да. Юра, скажи, пожалуйста, вот твоя общественная деятельность внутри школы — это и есть музыка, да? Вот ты ставишь себе вот это в приоритет, да? Скорее да, чем нет. Я, в общем, хочу развиваться в направлении музыки. Ну и не только. Я занимаю должность главы журналистики детского направления группы «Апельсин». Вот. У нас есть союз «Апельсин», это союз олимпиадников. То есть дети, которые имеют достижения в олимпиадах или научной деятельности, они попадают в этот союз. «Апельсин» — это у нас с сентября заработал проект такой гимназический. И вот Юра как раз-таки, вот Анна Борисовна Ништа, она вот разглядела в нем будущего журналиста. У него очень хорошие задатки, и он берет интервью. И буквально недавно у нас был отбор в самоуправлении, по-моему, да, ребят? Да. В общем, и Юра у нас стал вот лучшим журналистом среди 6-8 классов. То есть у него действительно вот талант в Юре. Он просто скромничает, про себя не говорит, а он очень талантливый мальчик у нас. Я так рада за вас, вот, за ваши горящие глаза, за ваше желание быть самостоятельными, не без родителей, а самостоятельными, да. Ты абсолютно правильно сказал, что это важно. Быть самостоятельным, знать, что ты стоишь крепко на ногах, ты можешь и хорошо учиться, и заниматься общественной деятельностью, заниматься музыкой, стараться быть впереди, стараться быть лидером. Это вообще очень важные вещи, важные задатки. Поэтому, собственно говоря, мы вас и пригласили, потому что вы лидеры по натуре и по жизни. Я надеюсь, что вы останетесь лидерами и будете дальше развиваться, идти вперед. И, может быть, вы станете лидерами государственного уровня. Не рассматривали, не мечтаете? Ну, может быть. Миша, вот у меня такое впечатление, что ты просто мечтаешь быть президентом Российской Федерации. Нет. Я вообще желаю начать работать пилотом. В будущем у меня мечта есть быть пилотом. У меня даже вот проект был про историю авиации в Якутии, про великого пилота Республики Саха-Якутия. Ну, вообще, да, я мечтаю быть пилотом.
Командиром корабля. Ну, это же радостно, это замечательно. Если мы мечтаем о чем-то масштабном, мы к этому идем. И неважно, состоится оно в этой жизни или нет. Тем не менее, мы стараемся к этому прийти. Следовательно, мы что? Мы становимся лучше. Мы пытаемся в себе найти лучшее и развивать это лучше. Здорово же. Вот вы съездили в Москву, вы поучаствовали в НПК. После этого какие желания, какие мечты родились? Продолжать свою деятельность в научно-практических конференциях. Хорошо, но ты же не так и думал, что вот, теперь я сделаю вот такого же уровня доклад. Нет, я продумала то, что я буду дополнять свой доклад, потому что делать новый доклад – это трудно. А Так. дополнять – это тоже трудновато, но ты как бы уже разбираешься в этой теме. И тебе остается еще и дополнять, и дополнять. Развивать эту тему Да. дальше ты имеешь в виду. Да, То есть изучать ее более глубоко. да. И то, что ты в прошлом докладе упустил, или не было возможности, да, время же, у вас же там ограниченное время, не было возможности передать, ты должен теперь это сделать вот на следующий год, да? Да. Скажи, пожалуйста, вот ты съездил с этой темой, а ты уверен, что на следующий год именно развитие этой темы будет интересно на этой практической конференции? Если я продолжу, то вполне да. Потому что когда ты продолжаешь свою тему, она всегда становится интереснее. Для тебя лично или все-таки для зрителей? Там, наверное, будут находиться новые люди, и они сразу поймут, что вот это продолжение чего-то. Скорее всего, поймут, но даже не знаю. Но если продолжение, это хорошо. Очень ценятся работы, которые имеют продолжение, которые не заканчиваются на этом. Вот Элина, допустим, съездила, да, сейчас уже много раз поучаствовала, а сейчас у нас другая идея возникла. Мы как бы здесь уже 2 года выступали, вроде бы все изучили, надо двигаться дальше. И у нас сейчас из этой работы вытекает новый проект. Мы пока не будем карты раскрывать, Хорошо. чтобы идею не переняли. Чтобы но еще раз к нам в студию попасть. продукт этого проекта Рассказать, да. окажется в каждой школе Губинского округа. То, что у Элины получится к осени. Это что-то очень интересное. Это надо просто запомнить. Я запишу себе это, чтобы осенью просто уточнить и пригласить вас сюда в студию, чтобы вы об этом рассказали. Потому что вы очень необычные люди, и слушая вас, просто... Ну, я очень радуюсь, насколько вы активные, насколько вы яркие, мощные. Ребятишки, а скажите, вот когда вы попали в Москву, на Красной площади были? Да, конечно. Ощущения какие? Дух захватывает. Да. У нас было 8 человек, 8 детей. И вот я с ними, фотографии, конечно, такие здоровские, да, были. Вообще очень хорошо. У нас поездка так прошла. Несмотря на то, что из-за морозов задержали нам рейсы туда и обратно, да, на 8-10 часов. Дети еще больше радовались, когда задержка была с той стороны, чтобы подольше побыть в Москве. Ну, очень понравилось, конечно, детям. Мы в музей сходили, тогда успели. Какие вы молодцы, что вы съездили, все это увидели. Друзья мои, наша передача подошла к концу. Остается только пожелать вам дальнейших успехов, счастья, здоровья. Пусть все ваши мечты сбываются, планы ваши сбываются. Всего доброго, всего замечательного. До свидания, дорогие друзья. Будьте здоровы, счастливы, берегите себя. До свидания. До свидания.